Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня Музей музыки и фольклора народов Якутии представляет вам мастер-класс. У нас в гостях Наталья Сметанина. Она расскажет нам о своих работах в технике бисера. Добрый день всем, кто нас сегодня смотрит, видит. Я хочу рассказать немножко о себе. Меня зовут Наталья Сметанина. Я работаю журналистом НВК «Саха», редактором телевидения творческого объединения «Геван» вот уже на протяжении 31 года. Наверное, многим знаком мой голос, так как я еще веду радиопередачи «Геван». И, естественно, телепередачи каждое воскресенье у нас выходят в эфире на канале НВК «Саха». Так как я очень благодарна, во-первых, Музею музыки и фольклора за то большое доверие, которое вы мне оказали, пригласив меня в качестве гостя на ваш эфир, потому что для меня это было на самом деле неожиданно, потому что я не считаю себя мастером или умельцем, просто я начинающий человек, который очень увлечен и вовлечен в мелодию бисера. Дело в том, что каждая эвенская женщина, так как я эвенка, каждая эвенская женщина должна уметь творить руками, будь то это выделка камусов, шкуры, шитье национальной одежды, унтов. И нас с детства, наши бабушки, матери к этому приучают. Начинается это все потихоньку от маленьких таких заданий, типа помочь, там, принять, принести, выделать, намочить, положить. Потом уже они усложняются более. Уже начинаем брать инструмент в руки, допустим, при выделке камуса. Потом уже дают иголку в руки, и начинаем мы шить унты, шапки, зимнюю меховую одежду. И так как эвены очень любят, чтобы все было очень красиво и ярко, часто в исторических захоронениях, раскопках, сохранившихся костюмах мы видим, что они все украшены бисером, пуговицами различными, металлическими бляшками и тому подобное. То, что было на то время доступно, то, что они могли обменять, они все это украшали свой костюм. Про историю костюма эвенского или тунгусского костюма можно много сегодня прочитать и узнать. Дело в том, что каждый костюм нес в себе историю рода. Допустим, тот же фартук на леко у девушки, он рассказывал, из какой местности она, сколько в роду, сколько в семье их, что она собой представляет. И эти фартуки, одежда, она передавалась по наследству от бабушки к матери, к дочери, от матери к дочери, от бабушки к внучке. И очень бережно хранились. Если ткань или шкура, кожа, на которой они были пришиты, истлевала, то очень бережно все эти фрагменты бисерные, они отделялись и хранились тоже, и передавались. Поэтому мы сегодня имеем четкое представление о том, каким должен быть наш костюм. Мы это учим, узнаем. И сегодня я бы хотела, наверное, сказать о том, что очень страшно за то, что люди несведущие или неопытные элементы тунгусской одежды, бисера используют в своих костюмах и выдают их за костюмы других народов. Это очень опасно и страшно. Да. И при том, что даже был случай недавно в Инстаграме, в интернете писали о том, что погребальную маску невесты тунгусскую выдают за погребальную маску не невесты, а просто погребальную маску выдают за маску невесты. Это очень сложно, это страшно, и нельзя делать такие ошибки, поэтому по этому поводу у нас ведется большая работа, и, скорее всего, все нюансы будут учтены, и надо иметь в виду, что хотя и было взаимопроникновение народов в культуру, фольклор, язык, но, тем не менее, основные основы, она остается, и все мастерицы, все мастера этим руководствуются. Я пришла в бисер, скажем так, осознанно. То есть, если раньше, когда дети были маленькие, не было времени, работа, семья, дом занимали большее время, то последние 5 лет я поняла, что у меня появился,
в пальцах вот это вот трепет, зуд, желание взять что-то, сотворить своими руками, сделать. И поэтому я решила, что мне очень хочется вышивать бисером, бисерные вещи делать красивые. Для этого в первую очередь я записалась на мастер-класс девушки, которая делала мастер-класс очень интересный. И первая моя работа — вот эти вот варежки. Здесь я получила, на этом мастер-классе получила, с каким материалом работать, какой бисер брать, что вот под собой, вот, как работать, как переводить на материал узор, чтобы получилось красиво. Вот это первая работа моя, которой я очень горжусь, и по окончании которой я была очень довольна собой. На самом деле, если сейчас смотреть с высоты вот уже как бы более-менее возросшего мастерства, то видно ошибки, которые я допускала при шитье. Это плохая натяжка нити, бисер друг на друга налезает. Но эта работа мне очень дорога, потому что она полностью ручная и полностью сделана мной. Нигде никакой машинного шва, ничего нету. И поэтому я очень горжусь этой работой и берегу ее. Пусть и ошибки есть, но вот так вот, если навскидку смотреть, то там незаметно. Сегодня скажем. Вот. После этих рукавичек, которые я ношу, и с удовольствием всем показываю и рассказываю, я пошла на мастер-класс нашей известной мастерицы венкийской Антонины Христофоровой, Антонина Степановна. Вот это народный мастер, был в доме Севера мастер-класс, и вот там я научилась шить венкийское нагрудное украшение женское, это лапа Гагары. Видите, да? По венкийскому фольклоре лапа Гагара является прародительницей. Она создала землю, когда ныряла за глиной и по кусочкам создавала землю. В этой работе что для меня очень ценно? То, что я научилась смешивать цвета определенной гамме, определенной такой вот, учла все свои ошибки. Но тут дело в том, что мы вышивали на этом мастер-классе бисером номер 8. Бисером номер 8, восьмеркой, так называемой, она очень быстро расходится. В магазине сложно достать, бывает иногда, что не бывает нужного цвета. Тут надо было рассчитать количество, сколько грамм ушло, потом как вот сочетать цвета. В данном случае я допустила ошибку, что красный бисер за неимением нужного мне оттенка я взяла китайский обычный бисер, нашила его, все закончила, но в процессе работы он у меня стерся. То есть на этих бисеринках белые пятна появились. И поэтому мне пришлось распороть всю эту красную нитку, красную, вот этого я все... Да, бывает. Я все это распорола, нашла чешский бисер красный определенный, нашла и перешила обратно. Из-за того у меня тут получились небольшие шероховатости, конечно. Но я благодарна, потому что теперь я знаю, тогда я уже поняла, что надо работать с определенным видом бисера, который отвечает за качество. Чешский бисер, он ровный, одинаковый, нету там этих сломанных, неправильной формы бисеринок. И в данном случае это я поняла после этого мастер-класса, что надо работать только с качественным материалом, чтобы ценить свою работу. Эта работа, она мне тоже очень дорога, и я люблю ее. Она такая получилась тяжеленькая немножко. Да? На груди она хорошо лежит. Веревочки я сделала искусственные, которые были в магазине, и вот думаю, что поменять их на натуральную кожу, чтобы уже натуральной кожи веревочки были. Сзади оформляют по-разному. В данном случае у меня вот с черным материалом, который у меня был, я его тоже подрезала и пришила. Мастерицы, которые могут делать еще и с бисером, там зашивают правильно, как-то это все делается у них. Но мне нравится, как получилось. Аккуратно и с этой стороны, и с этой стороны. Вот. Черно-белый орнамент, который вот окружает это украшение, это обережный знак.
Это черно-белые следы наших оленей на белом снегу. И получается, что каждая работа, зачастую почти все работы, они заканчиваются и обрамляются вот этим черно-белым ходом, потому что считается, что это все-таки обережный знак. Обережный знак. Да. А другие цвета что А другие цвета, по поводу цветов, тут у меня получилось, что довольно-таки, ну вот внутри он тоже как бы главный цвет черно-белый, он идет. Подбирала я тут, скажем, такой принцип. Чтобы получилось красиво, надо идти от более темного к светлому. И наоборот, от светлого к темному тоже градация идет такая. Тогда она получается переходы незаметные и очень красиво. Но в данном случае это была моя первая работа. Я как бы ее увидела такой, какая она есть. Тем более, что я руководствовалась мастер-классом. Нам там выдавали бисер, объясняли форму, как делать, как это все шить. Довольно много я получила на этом мастер-классе. И ну, это как бы копия, можно так сказать, работ наших народных мастериц, которые очень хорошо все это делают. Мне получилось очень радостно. Да, мне нравится. Вещь. Да, она яркая и обычно на темном фоне. Главное, что оно имеет практическое применение. Да, оно украсит любое платье на торжественный выход. А знаете ли вы что-нибудь о родовых цветах? Родовые цвета, да. Традиционные для тунгусов цвета – это белый, синий, голубой, черный. Вот эти цвета очень часто встречаются. Естественно, это небо, земля, вода, снег, да. То, что нас окружает. И, естественно, тунгусскими считаются эти цвета: белый, синий, черный и голубой еще может быть. Но сегодня можно делать и разные цвета смешивать. Дело в том, что у разных локальных групп эвенов, я буду говорить за эвенов, есть свои предпочтения в цветах, в одежде, даже в крое могут быть различия, поэтому говорить о том, что вот очень уж только вот эти цвета черный, синий, голубой, белый придерживаемся, этого нету, потому что, допустим, вот это вот моя третья работа, да, эту я делала уже сама. То есть это современная такая работа, скажем, это налобник. Да, бастына, на якутском языке она называется. А это вот как бы я для себя, под себя делала на съезд эвенов, чтобы выступить. Я ее очень быстро шила. И тут я использовала теплые цвета, потому что посчитала, что мне они очень нравятся. Тут и зеленый есть, и желтый, синий интересный. Передают радость лета. Да, это очень летний такой. И нельзя считать, что это традиционная работа, потому что это, скажем, современное такое вот. Это красивое украшение, которое можно на концерты, на собрания какие-то надевать. Это нагрудник тоже. Потому что я использовала металлические бляшки, бисер такой, который вот особо, ну вот яркий бисер использовала. Можно и детям такой вот шить, наверное. Так что это довольно-таки современная работа, это как бы мое само вот ощущение. Естественно, мастера очень хорошо смешивают цвета, придерживаются эталонности, и поэтому этот комплект мне тоже очень нравится. Я его с удовольствием ношу. По поводу того, ношу ли я свои работы, да, варежки я ношу, они у меня в бытовом пользовании. А вот это вот украшение я частенько надеваю на большие совещания с темным платьем, оно очень выгодно и сразу выделяет. Да. Ну и это украшение тоже самое. Да, а это я на праздники надеваю. Все-таки вещи, созданные руками, они имеют особую энергетику, ауру. Даже если бы они были менее искусно выполненные, они бы тоже привлекали внимание. Но это, видите, вот эти вот бляшки, они еще и блестят в лучах прожектора. Да, и, кстати, эти работы я также надеваю, когда выхожу в эфир с кем-то, то есть украшаю свой образ, дополняю его, и он придает сразу такую этнику, какую-то оригинальность, может быть, и оттеняет меня. Ну, это здорово. И идентифицирует как
представительницу коренного малочисленного народа Севера, потому что мы носим наши украшения, стараемся сейчас часто носить их, использовать в быту. Тут вот 3 работы, которые друг за другом я шила. Здесь уже ошибки я выделила, какие были. Здесь я сказала, что пришлось распарывать, переделывать красный цвет, но в целом он получился неплохой, но только из-за того, что пришлось переделывать, там у меня немножко вот тоже затяги получились. Ну, в целом оно вроде как бы, если не присматриваться, да. Рассказали, я никогда не заметила. Но мастера, люди шьющие, они, конечно, это все видят. Вот за эту работу я получила похвалу от самой Антонины Степановны, потому что я ей скидываю свою работу, показываю, она мне дает иногда консультации, хвалит, иногда говорит, что что-то поменять или еще что-то. Но я считаю, что эта работа, она, в принципе, без особых ошибок сделана, за учетом того, что вот эти вот веревочки мне надо будет опять переделывать на кожаные, потому что иногда плохо держит вот синтетика вот искусственная. Из этих соображений. Да, она плохо держит, может упасть или еще что-то. Но в целом неплохая работа вот эта. Вот только я подумала, что вместо металлических бляшек можно было бы использовать что-то другое. Можете померить. Давайте. На груди, как она. Ой, так. Скажем так. Вот, и сразу платье заиграло по-другому, сразу появился какой-то такой свежесть, аромат появился, вот именно такой лесной. Угу. Сидите так. Теперь, так как я эти работы с воодушевлением, с вдохновением, я их все шила до 4 утра, до 3 утра сидела. Главное, чтобы закончить, посмотреть результат. Да, но это очень сильно сажает зрение, осанку. Это неподвижно сидишь, когда вышиваешь, это же тысячами бисеринки. Невысыпание. Это, конечно, доля всех мастеров, да. И вот на столе у меня лежит моя последняя работа, незаконченная, над которой я еще работаю. Она мне очень дорогая и очень радостно, что я сегодня могу ее показать. И, возможно, будет момент, когда уже в готовом костюме она будет работать. Тут я скажу, что эта работа ближе к эталонной получилась. То есть я уже учла все свои ошибки, подбор бисера, подбор цветовой гаммы, подбор материала, подбор ниток. Уже научилась некоторым секретным вещам, да, которые можно использовать, чтобы еще улучшить работу. Здесь у меня ушло, это вот фрагменты мужского костюма, скажем так. Да? Цвет я подбирала согласно вот той гамме, которую мы используем. Да. Он холодный. Тут идет внутри, вот я использовала металлические бляшки, так как этот концертный костюм, он не традиционный, это уже как бы современный вариант костюма получается, поэтому я использовала металлические бляшки. Идет вот обережный знак внутри, уже идет, он вот, чередуется синий с белым. Идет темно-синий, вот такой вот интересный синий, да, такой переходный, голубой, и окантовала все белым. Тут у меня была мысль тут тоже пустить вот такой вот обережный знак, но я пока оставила так, потому что получается аляписто немножко. И в том плане, что здесь у меня будет меховая опушка. Здесь уже будет пришито к самой коже, поэтому... Еще на коже это будет? Да, это все на коже будет, на ровдуге, на венской. И поэтому получается, что пока этот вариант меня устраивает. Это передние планки, 2 штуки передние планки. Мне предстоит еще сделать подол обязательно. 2 части спины, то есть или это будет... вот такой вот вариант, или будет вот такой. Вот, скорее всего, это цельный, потому что у женщин, допустим, у нас 2
вот на спине, где почки расположены, ну, по-простому говоря. Да, и там вот такие вот две части бисерные, они вот тут вот сидят, держат костюм, да, с подвесками, со всеми разными вещами. Это тоже имеет свой какое-то значение, свое смысл, да. И в данном случае, если говорить о том, как вышилась эта работа, я скажу, что я никогда еще не делала таких больших работ. Это считается большой работой, потому что тут 50, полметра, наверное, 60 сантиметров бисерной вышивки. Я ставлю себе перед собой задачу. Сегодня я вышью 2 полоски, завтра 2 полоски. И вот таким образом она очень быстро у меня завершилась. Вот такую деталь вы делаете несколько дней, несколько ночей. Ой, это очень долго делается. Просто и шила я в отпуске, у меня была возможность сидеть в светлое время дня над этими работами, поэтому я могла себе позволить закончить вот эту, допустим, одну часть за неделю. Скажем. Вот эту одну часть? Да. Вот эту вот одну деталь за неделю я вышила. Кто-то быстрее шьет. Просто я отводила к этому определенное время для этой работы и шила, для себя задание давала и шила только то, сколько мне надо, потому что еще и другие дела есть. Да, а если сидеть все время, то, конечно, это быстрее делается. Мне нравится, что бисер хорошо лег. Он шелковистый, да, он шелковистый, он слушается вот на ткани, он как бы может в любом месте сгибаться, не затянуто. И работа, она получилась красивая, и по цвету мне очень нравится. Вот это воротник. Рассчитывала, что будет стоечка воротник, но сейчас думаю, может быть, он еще и ляжет. Осталось еще несколько деталей, сделать это подол обязательно и рукава. Да. И рукава. А здесь я бы хотела сказать, что, как у всякой уважающей себя мастерицы, у меня в работе несколько незаконченных одновременно, параллельно работ. Вот это вот будет авенкийское нагрудное украшение, похожее на это, да. Но он пока просто только в наметках, выкройки, да. Сейчас можно найти лекала обычные, но я шью по тому принципу, которым меня научила Антонина Степановна. Вот на черном, думаю, что это будет тоже какое-то более свежее решение. Вот это я начала шить для эвенского нагрудного знака. Он еще будет обшиваться, и тут вот отдельно будет подвесочка паучок, которым эвен обычно вот носят, тотемные животные. А это я просто пробовала материалы, на которых можно делать что-то. Ну, это как бы просто минуту такую вот пыталась сделать. Но это вот те работы, которые ждут своей очереди, своего часа, своего вдохновения, своего вот, нужного часа. Пройдет время. Да, и все равно. Насладимся ими. Да, и все равно я когда-нибудь их закончу. Когда-нибудь. Да, обязательно. Дело в том, что я бы хотела рассказать начинающим, так как я начинающий человек, который влюблен в это дело, я бы хотела дать несколько рекомендаций или советов тем, кто хочет начать работать с бисером. Обязательно надо, чтобы был рабочий стол определенно свой. Он должен быть очень в самом светлом месте, под окном, или чтобы лампа была хорошая, потому что главное тут бывает, когда с бисером работаешь, можешь оттенки перепутать, да, допустим, или еще что-то, и все это приходится переделывать. Можно и глаза просадить. Да. В плохом освещении. Надо, чтобы глаза. На рабочем столе у меня обычно стоит вот такая вот палетка с бисером разных цветов. Очень удобная, она открываешь, берешь сколько тебе надо, закрываешь обратно, нет, что вот она высыпется или испортится, такой вот нету страха, да? И все цвета под рукой. Бывают такие палетки, продаются в магазинах для мастериц, и они бывают разных размеров, количества. Ну, по крайней мере, вот у меня пока вот такая вот палетка, это мне дочь привезла.
И так как они очень поддерживают мое хобби, мою радость, и они мне помогают, то есть одевают нитки в иголки, когда рядом сидят. Это тоже очень сложный процесс, потому что иголка бисерная, она с очень маленьким тонким ушком, она сама очень тонкая, как волосинка. И вот такая вот палетка обязательно у меня стоит. Вообще поддержка домашних вот в таких Да, она обязательно, много значит. да, обязательно. Даже хотя бы вовремя пойти спать. Угу. Вовремя уложить маму спать, чтобы она не сидела до 4 или утра. маму спать. Чтобы она не сидела до 5 утра. Или приготовить ужин, или завтрак, как обычно домашними делами помогают. Ой, извиняюсь. Вот, обязательно ножницы. Ножницы должны быть удобные по руке. Они должны быть острыми, с острым концом, потому что очень много приходится резать нитки, там, ткани резать. Поэтому обязательно у каждой мастерицы, каждого мастера свои ножницы рабочие. Они могут быть красивыми, там сейчас разные продают, но главное, чтобы это была вещь, которой вы пользуетесь только вы. Не режете ничего другого с этими ножницами, чтобы вы на них надеялись и знали. Теперь на столе обязательно в целях безопасности, если маленькие дети есть, так как мы работаем с острыми предметами, с ножницами, с иголками, обязательно надо учитывать, что должно быть место для хранения. Вот у меня такие вот потешные штучки есть. Это моя маленькая дочка в классе 2 или в 3 на уроках труда сделала вот такие вот штучки. Они мне очень дороги, я их храню, использую, да, использую в своей работе. Вот очень удобно. Ну, это в моем случае. Дочери уже 25 лет. Этим тоже, значит, больше уже, наверное, около 20 лет этим штучкам. Но они мне очень дороги, я их использую, храню и ношу с собой. Теперь, какие иголки мы используем в своей работе? Вот тут видите, что у меня есть вот длинная бисерная игла. Я купила ее на всякий случай, вот ее 2 штуки. Насколько часто вы ее пользуетесь в такой маленькой палетке? Вообще ею не пользуюсь, потому что эта игла мне пока непривычна, я с ней не работала. Скорее всего, она подходит больше для работы, когда набираешь, и надо там клеить или еще что-то, вот такие. Да? Я шью в традиционном стиле, которым шили наши бабушки, дедушки, то есть иголкой и ниткой. Использую 2 нитки в работе. Вот это вот нитка. Нет, эта нитка не для нанизывания, а для пришивания. Вот она короткая, тонкая очень. Я беру тонкую нитку, по свету вот подходит, чтобы не было ее нигде видно, не просвечивала. Этой ниткой я пришиваю бисер, который я набираю вот уже на эту иголку и на другую нитку. Тут я хочу сказать секрет, который я сама узнала недавно. Для того, чтобы получалось ровно, красиво, мы берем основную нить, на которую нанизываем бисер, толстую, 20-ку. Скорее всего. Это хабы нить или она? Да, она синтезированная, очень прочная. 2 ее сложения я беру, и когда я набираю на нее бисер, он не шевелится, не ходит. Он сидит плотно на нитке, вот этот вот бисер, он сидит плотно на нитке, никуда не ходит, и я могу регулировать очень удобно натяжение бисера, нитки эту рассчитывать. Вот это вот секрет, которым я хотела бы поделиться с начинающими мастерами. На основную нить рабочую, на которой набираете бисер, берите толстую, пришивайте тонкой. И надо пришивать каждую бисеринку, да, чтобы она сидела. Вот, допустим, я переворачиваю эту работу и могу показать. Вот это вот я бляшки пришивала. Вот я, допустим, видите, да, много-много-много-много мелких этих, каждый бисер, да, каждый стежок, это каждый бисер.
И тут я еще хочу сказать секрет, который я использую, или не секрет, все его знают. Я вот пришила, допустим, полоску полностью, да, вот ее всю зашила. Потом здесь я набираю толстой ниткой основной, набираю длину вот эту и прогоняю ее через вот этот ряд. Просто прогоняю, потому что в таком случае, если даже что-то порвется, бисер не рассыпется, он будет, и будет возможность ее подлатать. И эта нитка основная, она держит всю длину, весь строй. И главное тут не затянуть, конечно. Поэтому, когда шьем, время от времени мы ее подтягиваем. Аккуратно подтягиваем, и тогда каждая бисеринка садится на свое место. Теперь, на что мы нашиваем, пришиваем бисер, смотря от работы. Я в этой работе использую сукно, да, оно ближе к нашему родному костюму. Это как ровдоги, золотистый беж, может быть, это беж, натуральный такой. Но он все равно в конце он пришиваться будет к основному костюму таким образом, и переход не очень заметный, допустим, да. А тут у меня будет тоже бежевая норка пришита, и в этой работе я использовала такой беж. Вот на головные можно то, что удобно, да, на белом, на тоже бежевом, на красном обычно делают. Смотря от того, как мастер сама хочет Увидеть основу. Да, увидеть основу, потому что вот тут вот, допустим, он же у меня, видно его? Да, там просвечивает. Да, просвечивает. Если бы тут... Если сам костюм будет тоже бежевый, то это... Если бы тут черный или красный цвет был бы, он бы бросался в глаза. А некоторые делают специально. У нас еще техника есть, когда вот делают с пропусками там, ну, чтобы видно было, да, какая основа. Вот там можно красный, синий сукно использовать. Теперь шьют еще бисер очень часто на этих На швейной машине. На швейной машине это другая техника, она немножко такая, ну, варежки бьют, да, снимают лапку и прошивают тоже каждую бисеринку. И вот на варежке можно использовать, вот тут тоже можно использовать. Но мне нравится больше ручная работа, когда вот рукой каждую бисеринку пришиваешь, потому что я не шью в промышленных масштабах, заказы не беру, и поэтому получается, что мне дорога вот сам процесс, дорог, само вот это вот время, которое я провожу, отдаю этому хобби, и результат, который я получаю. И если какие-то ошибки, то это моя вина, и я уже начинаю это все исправлять. Бывает, что работа может не заладиться с самого начала, и приходится каждую вот переделывать много. Да, надо крепкую спину иметь, нервную систему крепкую, чтобы в случае чего не попасть, не впасть в гнев и не выбросить то, что делаешь с таким трудом. Вот это вот у меня ткань, которую я приготовила сукно для тоже дальнейшей работы с этим бисером по этому костюму. Само сукно, оно мягкое. Да, мягкое, и поэтому для этого мы утюгом приклеиваем сзади ткань. Эта ткань называется, в магазинах продается на клеевой основе, она бывает черная, белая, называется, господи, то ли флизелин, то ли, как-то она называется, я забыла, но если в магазине спросить, то там подскажут. Вот она, утюгом я ее аккуратно приклеила, и это основа под этот сукно, да, и она держит хорошо работу. Можно уже не бояться там, что сукно у тебя поползет, поплывет или сдвинется. И вот уже на приготовленных таких деталях начинаем пришивать. Я вам предлагаю начать что-то делать, чтобы показать, как это делается. Уберем, наверное, вот это вот сюда, да? Ну, можем прямо здесь, вот на этом приготовленном. Берем иголку основную. Давайте пришьем бляшки и вот такой орнамент начнем, или
Посмотрим, или кругляшок, да? Ну, пришьем. Пришьем. Вы будете шить? Я посмотрю. Хорошо. Это очень увлекательное занятие, такое интересное. Думаю, что каждая девочка, девушка, женщина с большим удовольствием этим занимается. И сегодня очень много мастер-классов проводится, и все секреты можно узнать в интернете. Главное не останавливаться, а развиваться, желать. Вот главное желание. Да, вы правы, потому что это занятие все равно так или иначе в крови у каждой женщины. Да. В каком-то возрасте все равно каждая из нас приходит к этому занятию. Рано или поздно, кто-то в детстве, кто-то в юности, кто-то в старости. Да, кто-то рождается с иголкой в руках, Да. а кто-то и пуговицу пришить не может, но при этом желание Но дикое. желание дикое все равно рано или поздно. Да. Хоть как, но человек этим займется в своей жизни. Ну да, это, во-первых, развивает мелкую моторику, эстетическое восприятие, По развивает, крайней мере, да. это даже как самовыражение, Да. как проявление своего художественного. Пусть у меня 3 работы, но я ими горжусь, и я расту с ними вместе. Это причем только первые 3 Да, работы. это первые Дальше 3 вы же работы. дальше Но пойдете. я надеюсь, что дальше тоже будет. Вот эти бляшки, они продаются во всех магазинах, есть разного размера. Вот это вот где-то, наверное, на 10 миллиметров диаметр. Есть меньше, есть больше. Вот каким хочется работать, вот этим мы и берем. Сегодня вот радостно, что все в магазинах можно для рукоделия Именно найти. что были годы, Да. когда этого ничего не было. И бисер был тоже только ограниченных цветов. Да, А его заказывали же все. То Да. с Москвы, то там еще откуда-то. да. Кто куда ездил, первым делом привозили для себя бисер. Мастерицы. Потому что когда началась мода на вышитые беле, унты, вот коврики, я стараюсь... Я помню еще советское время, 80-е годы. Вот там была большая проблема с бисером. А про Есть. бляшки вообще это могли только делать, могли использовать в своем творчестве дамы, которые имеют знакомых мастеров, которые бы эти бляшки сделали. Это были те годы. Я Сейчас помню, это все очень доступно. да, я помню, было время, когда вот эти вот копеечки были мелкие, Да, это копейки. их шлифовали, дырки делали. Ага. Ну, рядок один сделаем, да? Вот основная нитка у меня двойная, она толстая, иголка тонкая, это тоже особое мастерство нанизывать ее. Выбираем цвет, который вам нравится. Какой? Какой? Красный. Ну, Такой давайте. брусничный есть, такой красный есть, коралловый. Начнем от темного к светлому. Давайте. Самый темный. Тогда самый темный красный цвет. Обычно дома у меня очень много этих баночек. Ложь. Есть и плошка, а есть баночки с крышками из-под детского пюре, из какого-то лекарства, интересные баночки, да, да. Вот это все, вот это все используется в работе, все это как бы непривычно мне место, поэтому я еще когда набираю бисер, стараюсь подбирать их по размеру, чтобы они резкого такого не было перехода. Набираем нужное нам количество бисера на основную рабочую нить. Вот. Еще немножко. Да. Если мы шьем кругляшок и сильно много набрали или перетянули нитку, то он будет не ровный, а выпуклый. Да. И бисер будет лежать неровно. Да, поэтому надо, Ощущение чтобы... натянутости. Да, вот этот вот натяг, каждая мастерица сама по своей руке, она ее рассчитывает. Ну, обычно нас всегда учили с этих кругляшков шить, начинать работу. Устаешь от плохих новостей, от суеты, а тут только ты и бисер, который
тебя слушается. И в конечном итоге получается вот такая вот красота. Так, покажите-ка. Вот. Я набрала необходимое количество. Ага. Втыкаю иголку сюда. Так. Угу. Вот. Она мне кажется, нормально так. Нормально. Основную иголку я убираю и беру ту иголку, которой я буду пришивать этот бисер. Беру нитку потоньше. Главное чувство меры иметь. Что... А есть такая техника, да, когда наоборот вот эти вот бисеры для подчеркивания различия оттенков или же для наоборот придания больше единства для тона, используют разноцветные нити вот для их пришивания. Я про эту технику, честно говоря, не знаю, про разноцветные нитки, которыми они пришиваются. Самое главное, чтобы нитка не вылезла, да, и не торчала на поверхности, и при этом, чтобы она не мешала бисеру свою вот красоту показывать. Да, вот она, да, нитка в данном случае, вот в этой моей работе, да, в любых, она является только способом, средством закрепления бисера на ткани. Она не несет такой какой-то нагрузки другой, чтобы на нее рассчитывать. Вот, теперь начинаем, пришиваю первую, пришиваю изнутри, начинаю. Ой. Так, идет. Вот, допустим. И к внешнему иду. С внутренней к внешнему. Первую мы закрепили. И так, да. Возникает орнамент, возникает цвет, возникает фактура. И от этого счастье. Ведь это так. При том, что я не шью постоянно, так как я работающий человек, поэтому я шью время от времени. Вот это вот пандемийное время, когда нас закрыли, оно еще как бы немножко дало возможность, да, на развитие хобби, да, можно на было навыков, можно было работать. Да. Самое лучшее время, которое я захватываю, это весной и летом, когда солнца много, это с 6 утра до 9, там, да, когда вот на работу уже пора идти. Это время я занимаю бисером, потому что свет яркий, и в то же время ты свежая, не уставшая. Ну и вот так вот пришиваем каждую бисеринку. Потом, когда, допустим, вот уже второй, третий ряд, там можно через 2 пропускать, шить, но я так не делаю. Давно не шила, даже иголкой попадаю сложно. Тут особый настрой еще нужен, конечно. И... Да, удобная поза, да. Телевизор или любимое кино. Ну да, мастера не смотрят телевизор, они его слушают. Ну да. Тут главное учитывать натяжение нитки, потому что иногда бывает очень сильно, если натянешь, что бисер может скукожиться, там в одном месте его будет выпуклость может появиться. Идти за бисером. Как он лег, так его и пришил. Да, вот. Можете дальше продолжить. Да? Ну хорошо. Вот мы пришили первый круг, да, скажем так, да. Выравниваем, подтягиваем основную нитку. Каждая бисеринка должна сесть на свое место. И набираем второй ряд, какой вот, допустим, да, вот этот.
потом и этот белый. И получается вот это вот кружочек. Мы же все люди народа сонорного типа, то есть вслед за солнцем мы живем, вслед за солнцем радуемся, солнцу встречаемся с ним, поэтому очень часто вот эти вот кружочки встречаются в нашей работе. Фрагменты, да, они у многих народов обозначают именно солнце. Да, и круг — это вечность. И также и оберег, Да. также это солнце. А солнце это главный глаз неба. Есть Вот, такой. и поэтому солнце, оно в разноцветии лучей, и это прекрасно. Это как минимум красиво, а так оно имеет, конечно, Еще есть большое значение да, свое. значение свое. И вот эти вот танцующие бусинки, они очень хороши. В данном случае это же как бы современная работа, поэтому я позволила себе использовать вот эти вот жемчужинки, а в традиционной они не используются. Не используются также вот эти вот тесьма, блески всякие, блестящие вот стразы. Они не используются в традиционной одежде, и мастера сразу видят это новодел или вот эта вот работа настоящего мастера, который только бисерами, только руками шьет. Мех, кожа, бисер. Да. Все. В археологических раскопках, когда рассматривают вот этот бисер, эти бусы, эти корольки, они всегда определяют, что эти предметы пришли из Китая. Вот, то есть они традиционно приходили из Китая. В основном это были стекло, или же это был нефрит. Нефритовые бусы. То есть вот эти подвески в старину делали из нефритовых корольков. Очень интересно, тоже да. вот, или из бирюзы, из белого нефрита, зеленоватого. Это полудрагоценные камни. Да, Очень и красиво. наверняка они были очень дороги. Да, потому что отдавали и меха, и все, что нашли за красивый бисер. И вот сегодня так хорошо, что можно купить. И то есть, по сути, все это приобрести. Китайский бисер, он, наверное, не весь плохой, он традиционно использовался для... То есть имеется в виду, да, есть, наверное, хороший бисер, но китайские, но в данном случае мне попался ширпотреб, который набрали и... Несчастный случай. Да, скажем так, поэтому я сейчас очень аккуратно, осторожно работаю, выбираю бисер определенный. Есть, вот боятся шить еще мелким бисером. Вот восьмерка, он самый ходовой бисер получается, размер. Боятся работать мелким бисером, но там надо учитывать, что он сам маленький бисер, а дырочка обычная. То есть обычной иголкой, вот как обычно шьем, просто там тоньше работа получается. А крупный бисер используют... Больше стежков больше, даже да. на 1 сантиметр, вот сколько здесь стежков, если это будет очень мелкий бисер, пусть даже и дырка у него нормальная, все равно стежков надо будет чуть ли не в 2 раза больше сделать, на 1 сантиметр. Но зато как это аккуратно и красиво смотрится. Жалко, я не принесла с мелкого бисера работы, но люди могут посмотреть. Я люблю посещать выставки, не пропускаю по мере возможности мастеров декоративно-прикладного искусства, бисерные. И вы знаете, огромные полотна метр на метр, вышитые бисером, картины. Они вас завораживают? Они меня пугают. Я на них смотрю, любуюсь, я удовольствие получаю, потом как я представлю, какая эта работа была проделана. Потому что портреты, парень с девушкой, лошадь, там экспонаты-то разные бывают. Там, я вообще не могу представить, это какую силу воли надо иметь, чтобы вот это все вышить, какую любовь к этому, притом художественный взгляд и вот эти все оттенки. Даже элементарно найти бисер определенного качества, оттенка и количество знать при этом, сколько идет-то. Если вот так издалека посмотреть, кажется, что это нарисовали маслом там на холсте. Подходишь ближе, и главное, я вот придирчиво все это рассматривала, смотрела, нигде ошибки нет. Бисер определенный идет, какой вот нужного цвета, размера,
Притом нигде вот этих затяжек нет, как будто его клеили, как будто алмазная мозаика. На самом деле это все пришивалось. Это все пришивалось. Мгм. Так что до этого уровня мастерства надо очень много работать. Я вот горжусь своей работой, в которой у меня минимум ошибок, да, и она у меня получается хорошо. А сколько еще можно сделать, да? Сколько еще работы другой. Вот если я доделаю костюм этот, это мужской концертный костюм должен Вы, получиться. пожалуйста, нам хотя бы фотографию покажите. Обязательно. То я буду очень рада и начну шить уже другой, вдохновившись этим, другой костюм, уже для себя, возможно, какой-нибудь другой. Это будет венский костюм. Венский, да. У меня бабушка моя родная по отцу, она была неграмотная. Я помню, как ей все это удавалось. Она была неграмотная, только подписывалась. Во время войны она работала на шахте, выживала, 2 мальчишек подняла на ноги, но у нее всегда было время для того, чтобы обучиться чему-то новому. Притом помню случай, как-то мы шли по улице с бабушкой, а впереди девушка шла в красивой такой вязаной кофточке и такой необычный узор. И мы что-то так долго шли за этой девочкой, улица длинная, я устала, говорю, бабушка, почему мы так идем? Нам же в другую сторону надо. Она говорит, потерпи немножко, не надо. Пришли домой, через какое-то время я смотрю, она этот узор вяжет. Уже связала эту кофту с этим узором, который она посмотрела на улице у девочки, шла за ней. Я представляю, неграмотная бабушка моя, как она вот эти петли, накиды, да. Сейчас мы вяжем, смотрим по книге или по схеме, или как, а тут навскидку все делает. Притом, какие она унты, какие шали вязала, паутинки, большие, маленькие. А вспомнить моих бабушек, которые всю жизнь шили одежду для оленеводов. У меня тоже есть мечта выделать шкуру и сшить зимний комплект. То есть полностью весь цикл Из от выделки меха, шкуры. да. От выделки найти эту шкуру, выделать ее правильно, потом раскроить, зашить, пришить все это, украсить орнаментом, может быть, бисер где-то. И комплект шапка, куртка и высокие вот эти вот сапожки. Ну, в данном случае я по современному для себя. И на праздник оленеводов я когда-нибудь вот мечтаю выйти в такой штучке, одежде. Ну, традиционно, кстати, я, когда была в школе, училась еще, у нас был предмет общественно полезный труд. Я еще в советское время училась в школе. Общественно полезный труд, и там нас Тамара Афанасьевна Кемитьевна, тоже народный мастер, она учила нас снимать лобики, то есть головы, с голов этих шкурку снимать, сушить их правильно, выделывать. Кого? Соболя, белку? Это шкурка с головы оленя. Называется лобики. Или как они их правильно называют, не знаю, но мят мы называем на венском языке. И мы эти шкуры, мы ножами вот это вот все снимали с этой головы, сушили, выделывали. Потом она учила нас выделывать камуса. То есть от начального цикла мы их тоже с ноги этой оленя срезали, расправили, высушили, потом сняли это все и мездрили, потом мочили, мяли. И вот этот весь процесс, как бы он уже мне известен. И моя бабушка Анастасия Васильевна Кривошапкина, она всегда говорила, вот настанет время, когда тебе надо будет что-то пришить, зашить или сделать, и что ты сделаешь, ты придешь ко мне на могилу, встанешь, топнешь ножкой, типа, что ты мне не шьешь. Поэтому тебе надо научиться самой. И она научила меня, мы шили из шкуры больших спальный мешок по всем правилам. Потом шили эту куртку огромную, я помню, какая-то долго шила. Штаны, как Пифагоровы, на все стороны равны. Ну, там особая выкройка такая венская. Ага. И я шила мужские унты шахматным узором. Да я все была тогда очень молодой. Да, из камусов. Шила серебристые унты, шила женские, которые бабушка потом их подарила моей сестре. И там тоже аппликация меховая. То есть азы,
как иголку держать, как вот, по какой направленности должно быть шерсть, это все мне бабушка научила, и в школе этим тоже мы занимались, поэтому это все знакомо. Я думаю, что я могу даже, наверное, научиться шить элитные тампонские унты. У меня подруга Айта Баишева, она очень хорошо шьет эти унты, узоры, как будто кисточкой нарисованы. А на самом деле это же очень сложно, чтобы и мех совпадал, и чтобы это красиво было все, да. Поэтому Это впереди... же ручная работа. Это все ручная работа, да, каждый Машине стежок. невозможно это все шить. И при том, когда я разговаривала с Валентиной Семеновной Якимовой, она у нас занимается северной одеждой именно, кандидат наук исторических, то она рассказывала, что вот когда она в жюри, они смотрят обязательно, что в костюме должно быть место открытое, чтобы они вывернули, посмотрели, ручная ли это работа, как она была выделана, руками ли каждую эту вот пришивалась. Потому что некоторые торопятся и на машинке умудряются все это пришивать. А то, что шито на машинке с использованием готового люрекса, там, вот, блескучек всяких, да, той же, вот, допустим, тесьмы, они не считаются как традиционные, это уже современный подход. То есть сейчас все-таки есть какое-то рецензирование, да? Есть. Да, обязательно, потому что мастером считается тот человек, который всю работу от начала до конца он сделал вручную, сам и по традициям и технологиям, которые достались нам от наших бабушек и дедушек. Вот это вот самая ценность этой работы. Потом они хранятся очень долго, бережно. Да. Специальных такие суммы, руки у нас шьются тоже из тонкого шкуры, и в них вот это все хранится, перекладывается багульником ханкос, чтобы моль не залетала, и все это потом вытряхивается по определенном количестве. Даже такой случай, у дядя Андрей Васильевич Кривошапкин в молодости костюм ему мама шила белый, красивый. Есть фотография на какой-то его книге, где он в этом костюме, и сын его маленький вот рядом стоит. И вот спустя 30 лет он в этом же костюме, полностью в этом же костюме, и сын уже взрослый мужчина. С костюмом ничего не случилось? С костюмом ничего не случилось, потому что его правильно хранили, правильно выделали, правильно его сохранили. Спасибо большое. Это, в принципе, все, что я могу сегодня рассказать и показать. Спасибо большое вам, что поделились своим опытом, рассказали о своем счастье творчества, прекрасной работы. Спасибо. Желаем вам дальнейших успехов на этих первых шагах прекрасного пути. Спасибо. Пусть вам хватит здоровья, сил стать чуть позже народным мастером. Ой. Потом пополните нашу коллекцию этнографических предметов предметами венской одежды. Спасибо большое за доверие и такое вот пожелание, благословление. У меня есть такой слегка амбициозный план. Общественная организация «Северянка» женская в этом году объявила старт акции «100 кумаланов к столетию СССР». И я хочу тоже сшить свой кумалан и присоединиться к этой акции, чтобы и мой кумалан там под номером 56 или 79 или 99 тоже был в этой акции. Сами голову будете снимать? А вдруг ты? Да, скорее всего, уже из того, что у меня есть, из камусов, из кожи, может быть, бисерное что-то будет. Ну вот, предела фантазии нету. Да? Главное начать. Да. И, скорее всего, к 9 августа я это должна сделать. Тогда срочно надо начинать. Да, Это вот этим я займусь. Все равно, она же, тем более, если по 3-4 часа в день сидеть рукой, это как раз успеете только-только. Да. Я постараюсь очень, чтобы это воплотилось в жизнь. И хочу очень, чтобы мой кумалан тоже в хороводе кумаланов был. 100 кумаланов к столетию. Фотографию вашу. Спасибо. Спасибо. Очень громко заявила, но я очень надеюсь. Ну, почему бы нет? Спасибо музею, что позвали. Мне было очень волнительно, очень волновалась я, и мне было... Я думала, а что я могу показать и сделать, потому что у меня там ничего нету. Вот 3 работы, не считая тех, которые я раздарила. Ну вот 3 основные работы у меня, 4 вот есть на сегодняшний день. Думаю. Успехов вам. Спасибо большое. Вдохновения. Возрождать
венские национальные традиции в бисерном шитье. Да, надо к традиционному переходить. Да, изучать именно да, вот изучать. каталоги музейные, шитье. Там же не только бисер, там же еще и шитье белым подшейным волосом, там же еще аппликация вот из тонких полосок ров дуги. Там и вшитые вот эти вот ткани в шов и так далее, и тому прочее. Есть. Да, вы стоите Так в что начале большого пути. простора много, учиться много. много, Ага. Благо сейчас есть возможность учиться. Ага. Спасибо большое. Счастливого. Мгм.